Всем добрый вечер, друзья. Как дела ваши? Сегодня я хочу раскрыть очень важную тему для меня. Это тема периодичности в трейдинге и версии прайма себя. И хочу добавить то, что я уже неоднократно писал разного рода статьи именно по данному направлению трейдинга, но ни разу их не оцифровывал в виде видеоролика именно, так как не видел в этом большой надобности. Но, как подсказывает опыт, новички могут относиться к некоторым словам, так скажем, с точки зрения банальщины, так как у них отсутствует достаточно опыта. А люди, которые имеют достаточный опыт именно в этой сфере трейдинга, увидят всю суть, всю глубину, а я думаю, они сразу же прочувствуют это, так как у них прокачана насмотренность, и они через многое уже прошли. Поэтому же, чтобы всем понять, да, с точки зрения моего опыта, в таком случае я решил, что буду теперь оцифровывать все свои статьи, чтобы донести с большей пользы все моменты, так как я вижу сам. Самое главное, я хочу это делать с первого раза, не переснимая тысячи раз, не переделывая тысячи раз, и раскрывать эти моменты сразу же открыто. Поэтому давайте начнем. Что такое периодичность? Периодичность — это, по сути, что-то схожее с цикличностью или фазами. По сути, это все одно и то же. Просто есть определенные периоды, когда у вас все будет получаться замечательно. То есть вы будете видеть график чисто, очень хорошо, у вас винстрик. В этот момент вы чаще всего проходите пропы, чаще всего получаете фандеды и выплаты. А есть периоды, когда у вас все идет по накатанной. У вас все получается очень тяжело, очень много шума, стресса в голове, у вас луз-стрик, у вас непонимание, что происходит с рынком и с вами в том числе. Вы именно в эти моменты чаще всего сливаете свои funded аккаунты, свои пропы. Вам очень тяжело проходить в целом новые проп-экзамены. Поэтому же сегодня я вот хочу вам раскрыть то, как мы можем использовать это понятие периодов в свою пользу, как мы можем проходить чаще всего и эффективнее, и безопаснее всего пропы, как получать фандеды и выплаты в том числе, конечно же, да, а в какие моменты мы должны уметь отследить плохую фазу, плохой период и скипать эти негативные моменты нашей торговли. Что такое Prime? Prime — это опять-таки самое простое, я думаю, вам уже всем понятно. Prime — это лучшая версия себя, так скажем, пиковая форма себя. И как раз-таки Prime-версия себя у нас сопровождается в хорошей фазе. К этому мы чуть позже придем. Циклы — это как законы жизни для меня уже, так как рынок движется волнами точно так же, как и в нашей жизни. Так устроена и природа, так устроен и ты. То есть рост, насыщение, коррекция, стабилизация, новый рост. Заметили, как у нас цена выросла, откатилась, ребалансировалась и опять выросла. Точно так же, как и на графике, как на структуре. И точно так же ты проходишь эти фазы. Бывают дни, когда ты в моменте видишь все ясно, заходишь и забираешь. А бывает такое, то, что как будто ты отрезан от интуиции. Все тебя раздражает. Каждое движение будто против тебя. А хотя ты видишь ситуации очень ясно, как будто бы и график рисует тебе отличную идею, отличный сетап, но хотя все равно ты получаешь чаще стопы. Именно в такие моменты трейдеры делают самые дорогие ошибки, хотя это является глупыми ошибками. Потому что пытаются торговать в спаде, как будто они в росте. То есть каждый раз, какая бы ситуация на графике не сопровождала нас, хоть консолидация, хоть какая-то непонятная коррекция, да, условно говоря, с разными видами манипуляции, да, ты пытаешься торговать каждый день одинаково, относясь ко всем им одинаково. И именно из-за этого ты не понимаешь, что происходит. А тут-то и есть период роста, стабильности, эффективности, структуризации и период, наоборот, негативности, да, если по-простому уже сказать. Как понять, в какой ты пазе? Извиняюсь, что я запинаюсь, и у меня во рту высохло уже на самом-то деле. Я только пришел. Ладно, давайте продолжим. Не буду отвлекаться. Понять, в какой ты фазе, значит не терять контроль.
В фазе роста ты торгуешь меньше, но точнее, видишь чистую структуру, чувствуешь уверенность без лишнего шума, не цепляешься за рынок, принимаешь решения быстро и просто. Сейчас постарайтесь просто закрыть глаза и прочувствовать свою пиковую форму. Когда вы просто открывали график, вы видели все идеально, вы увидели какую-то ситуацию на графике, и вы понимаете то, что именно эта ситуация, этот сетап отработает на все 200%, 100%, 1000%, без разницы, вы максимально уверены в нем. Почему? Потому что контекст вам максимально понятен. Вы чувствуете, как бы говоря, облегчение, вы не спешите никуда, вы видите ситуацию, вы хотите именно его забрать к себе. И все. Гораздо точнее, но гораздо меньшее количество сделок вы открываете, заметьте. И самое главное, в такие моменты как раз-таки вы являетесь в хорошем периоде, то бишь в фазе роста. А наоборот теперь в фазе спада ты сомневаешься в каждой сделке. Заметь, теперь подумай, опять-таки, точно так же представь, в какой ты фазе находишься, по ощущениям. Не лги себе, самое главное. Ты сомневаешься в каждой сделке. Даже если не в каждой, но и в большинстве. Сделок становится у тебя больше, чем нежели в тот период, когда у тебя все получалось слаженно. Решения даются у тебя тяжелые, чем ранее, и неувереннее. График у тебя открыт постоянно. Мысли. А вдруг упущу? А вдруг сейчас будет тот самый вход? А вдруг? У тебя, а вдруг будет повторяться по-разному. Это самые простые примеры, которые я вот написал. Да, ты будешь цепляться абсолютно за все. И пойми, если хоть что-то из этого у тебя немного доминирует, это уже признак того, что ты в фазе спада. Ты уже не в рынке, ты в напряжении, в ожидании, в борьбе. Ты попал в капкан маркетмейкера, потому что он вызвал в тебе неуверенность, эмоции вызвал. А поймите то, что если ты сумел вызвать эмоции у другого человека, значит, ты можешь им манипулировать. Точно так же рынок будет поступать с тобой. Абсолютно всегда и везде. А не намеренно загоняя, так скажем, толпу в такую ситуацию, да, в такое состояние, чтобы из вас сделать, так скажем, ликвидность, чтобы вами управлять, чтобы забрать у вас ваши же деньги. Так зачем вы тогда торгуете в фазе спада? Подумайте логически. Тогда, когда вы почувствуете себя плохо, неуверенно, вы не видите идеальных сценариев на графике, решения даются тяжелые, вы дофига действий делаете во время торговли. Вы переоткрываете позиции, вы много позиций открываете, либо в бу кидаете, потом обратно кидаете его в основной стоп-лосс, да, по основной идее. Вы каждый раз меняете свои решения, куча действий делаете, куча времени наблюдаете за графиком, то, конечно же, подумайте логически. Именно если в фазе спада у вас все будет получаться в разы хуже, так зачем вам это делать? Вами же сейчас пытаются управлять. Вы уже попали в капкан. Так зачем? Подумайте логически. А в фазе роста у вас все будет получаться идеально. Поверьте мне. Да, конечно, иногда вы получите стоп-лоссы. Даже в фазе роста, если вы получите 1-2 стоп-лосса, вам на это будет плевать. Поверьте мне. Вам на это будет все равно. Потому что вы чувствуете себя очень-очень хорошо. Именно по отношению к трейдингу в первую очередь. Потому что почему? Потому что вы видите ясный контекст, направление, вы видите четкие цели, четкий пой, да, зоны интереса, от которых будете открывать позиции. Вы не преувеличиваете значимость трейдинга в целом, благодаря чему меньше позиций открываете, но гораздо точнее. И в эти моменты вы будете как раз-таки получать вин-стрик, проходить пропы, проходить фандеды и получать выплаты. Подумайте, в какой фазе
вам лучше торговать. Я думаю, выбор очевиден, да? Но контролировать себя всегда гораздо сложнее, чем просто говорить об этом. Я понимаю. Prime — это не про повезло. Это чаще всего это совпадение твоего состояния и фазы рынка. Просто иногда ты видишь вдруг прям все идеально. Ты как будто соединен с движениями рынка. Ты не давишь себя. Ты не думаешь лишний раз. Ты просто действуешь, и как-то так у тебя все получается. Это и называется Prime. То есть у тебя решения принимаются быстро, у тебя уверенность спокойная, рынок будто понятен. И он слушается, понимаешь? Хочешь немного заработать, а забрать только свое. И чаще всего ты попадаешь в этот момент не потому, что прям ты этого хотел, да, а потому что что-то тебя отпустило. И в моем случае, да, у меня происходило таким образом то, что именно в периоды кризиса у меня в моей жизни, когда я очень сильно был отвлечен, и когда у меня трейдинг не стоял на первом месте, то есть я болел очень сильно, я очень сильно уставал, я насчет чего-то другого переживал, не насчет трейдинга вообще. Или какие-то другие проекты забирали у меня больше времени, да, у меня фокус очень сильно уходил. То есть от трейдинга, да, трейдинг у меня на третий, четвертый план уходил, чтобы вы понимали. Я думал, то, что этот месяц я особо не проторгую. Но на самом-то деле как-то так получалось, что я всегда в эти месяцы делал больше прибыльности, чем в другие сфокусированные месяцы. Представляете? Подумайте. И почему же так? Просто потому, что вы не придаете большую значимость именно к трейдингу. Вы не пытаетесь каждый день торговать. Вы не пытаетесь увеличивать свои риски, чтобы больше заработать, да, вы не пытаетесь забирать высокорискливарные позиции, ты не смотришь за графиком 1000 часов, да, ты не привязан к этому. Ты заходишь в позицию только если все ясно. И в моем случае я то же самое и делал. Я открывал график примерно в середине Франкли, либо же в середине Лондона, или если я совсем занят был, я только под вечер на Нью-Йорк открывал график. Если я увидел там понятную структуру, понятные цели, понятную зону интереса, это за 5 минут происходит буквально, я нажму. Если я не увидел этого, я закрою график. Все, на этом закончена моя торговля, понимаешь? На остальное все мне было плевать. Мне было плевать, какие эмоции я испытаю, когда получу тейк либо стоп-лосс. Мне это на это все абсолютно, это на третий, четвертый, пятый план ушло, понимаешь? Именно в эти моменты трейдинг не становится у тебя в центре жизни. Именно поэтому ты видишь все гораздо яснее. И чуть позже я тебе приведу пример. Именно в плане интерпретации с жизни. Что дальше происходит у нас? Потом ты получаешь funded аккаунт, и у тебя резко все начинает ломаться. Сразу включается другая голова. Ты становишься резко серьезным, да, так как тебе надо показать результат, ты должен заработать, потому что у тебя 2 недели, чтобы сделать какой-то процент, тебе надо больше процентов желательно сделать. В мысли это обязательно около 10% хочется сделать за 2 недели. Ты уже боишься ошибаться, очень сильно боишься. И пытаешься каждый день найти какую-то позицию. Пытаешься каждый день торговать. Почему же? Почему же ты увеличиваешь экранное время? Почему же ты начинаешь жить графиком? Из-за чего ты теряешь спокойствие? Ты уже не в процессе. Абсолютно. Ты в ожидании результата. И это уже означает, что ты вылетел из прайма. И ты сливаешь свой фандед. А у некоторых людей это возникает уже на втором этапе пропа. После прохождения первой фазы, на втором фазе, ты уже начинаешь думать, то, что тебе осталось всего сделать 5%, чтобы достигнуть funded аккаунта. Но там
точно такой же еще один шаг остается после фандеда — получить выплату. Вот по сути разницы никакой нету. Но как только ты начинаешь относиться очень серьезно к пропам, к челленджам, к фандеду, да, к финансированию, у тебя все получается криво. Плохо получается. Это просто потому, что ты преувеличил значимость. Если же привести определенные примеры с жизнью, так скажем, да, чем больше ты хочешь чего-то быстрее достигнуть, ты, скорее всего, часто будешь преувеличивать значимость как раз-таки этого момента. То есть это может быть в жизни человек или какая-то ситуация на работе, какая-то должность, без разницы. Как пример, если ты любишь кошек, на улице увидел самую красивую кошку, ты хочешь погладить очень сильно, а ты, если сломя голову, побежишь к нему, конечно же, кошка убежит. Самый простой пример. Ты не достигнешь своей цели, если ты будешь преувеличивать значимость всего подряд, особенно этих фандедов. Как сохранить форму и не слететь в эмоции? Не меняя то, что уже работает. Не надо искать золотую граль, не надо менять свою торговую стратегию, не надо слушать всех подряд абсолютно. Я вам так скажу, очень много шума в этой сфере трейдинга, очень много шума и ненужных информаций. Каждый из людей пытается урвать свою долю, так скажем, да, своих последователей, подписчиков, в плане говоря, напридумывав разного рода разные термины, инструменты, которые, по сути, не играют важности в этой сфере. Трейдинг, торговля строится в целом на упрощении. Лично для меня, вот я вот как скажу, как есть, лично для меня вот эти все названия разного рода манипуляций, да, order блок, breaker блок, mitigation блок, rejection блок, там RDRB, decision point, supply, demand, там origin и так далее, это по сути для меня практически все одно и то же. Практически. Я не говорю то, что это одно и то же. Да, я знаю, я умею определять их все, я могу обосновать каждую из них. Просто это, по сути, работа с ликвидностью. Вот и все. Это, по сути, работа с ликвидностью. Но просто как они это делают, каждому из них просто дали определенное название. Но это все вам знать не обязательно. Я вам больше скажу, вам не нужно этого знать. Чем больше вы пытаетесь найти какую-то золотую граль, какой-то инструмент, чем больше вы хотите изучить все это подряд, тем хуже это будет влиять на вас самого в будущем. Поэтому же прошу, чтобы вы не усложняли торговлю. Опять-таки, торговля строится на упрощении. 95% времени в трейдинге — это наблюдение, то бишь выжидание своего сценария. Вот и все. Прошел проб спокойно, продолжай так же. Да, это очень сложно, но как вы можете попробовать это решить? Как только вы получили после прохождения проб Funded аккаунт, вы можете попробовать сразу же после этого взять еще один проб челлендж на какую-то сумму. Можно на ту же желательно, да, чтобы разницы не было видно. Вы практически забыли про свой Funded аккаунт, но точно с такой же серьезностью, как вы проходили первый аккаунт проб, который сейчас является Funded аккаунтом, вы точно так же будете проходить второй аккаунт проб, возможно, в этой же фирме, без разницы, но эти же позиции вы можете копировать у себя на своем Funded аккаунте. Понимаете как? Думаю, это несложно. Вот и все. Можете попробовать себя так обмануть, чтобы не преувеличивать значимость именно этого Funded аккаунта. Не привязывайтесь к нему вообще. Второе. Отслеживай фазы. Обязательно. Рынок дает, тогда действуй. Рынок шумит, все, не мешай рынку. Если у тебя в голове шум, закрывай график. Ты уже должен понимать то, что ты сейчас не в форме. Это не твой период. Это не твой период роста. Ты в любом случае совершишь чаще ошибки. Понимаешь? Третье. Снизь значимость. Очень важно. Очень важно. Вот чем меньше значимости, тем чище фокус. Насчет этого хочу вам привести пример. Как в жизни, да, в нашей жизни есть друзья, есть наши партнеры. Но чем больше вы
так скажем, да, преувеличиваете значимость этих людей в своей жизни, тем больнее может вам стать, если эти люди уйдут. Поняли суть? Чем больше преувеличиваете их значимость, тем вы сильнее будете цепляться за них. Даже если бы они сделают, там, условно говоря, абсолютно ужасные вещи, будут что-то рассказывать за спиной, за вами, да, или что-то сделают такое, что очень вас, по сути, обидит, но вы-то думаете то, что вы очень сильно, допустим, да, привязались и так далее, но на самом-то деле нет, вы просто у себя в голове преувеличили значимость этих людей. Из-за чего, если они что-то сделают, вы закроете глаза. Но эти люди могут являться плохими людьми и не теми, которые должны быть у вас в жизни рядом с вами. Поэтому же, чтобы защитить себя, чтобы не отвлекаться на другие моменты в нашей жизни, да, это может быть точно так же связано с каким-то предметом, с машиной, с какими-то ценными вещами, да. Есть чем больше вы преувеличиваете значимость, тем больше вы будете цепляться, из-за чего тем больше вы будете стараться ради этого, а другая сторона будет терять все больше интерес. Чаще всего это не так то, что, да, я со своей жизни так привел пример. Нет, не обязательно именно так. Имеется в виду, это самый такой распространенный пример, потому что то, что я сейчас наблюдаю в соцсетях, где пропагандируются всякого рода, да, правильные отношения, там, каким должен быть парень, девушка, отец, мама, ребенок, брат, сестра и так далее. Это очень сильно сейчас распространено, что мне противно читать все это подряд. И я каждый раз удаляю, в неинтересно кидаю, в ЧС кидаю, но все равно они попадаются. Будьте собой. Будьте собой. Четвертое. Не торгуй из эмоций. Это, думаю, понятно, да, то, что желание, страх, азарт, все это искажает выбор. Чистота в голове – это точность действия, запомните. И под конец. Запомни то, что ты проходил пробы, когда был в себе, когда был собой, когда делал все просто, без давления. Потом ты начал сильно стараться и потерял ритм. Сильно стараться. Потом ты начал сильно стараться. Я повторюсь. Вспомнили свой опыт в своей жизни? В учебе сильно старались, поняли то, что это было не обязательно совсем. Должны были лучше на другой момент, ну, как бы говоря, свое внимание дать. В отношениях то же самое. Не должны были настолько сильно стараться, если другая сторона также не старается. В дружбе, в партнерстве. Когда вы сильно стараетесь, вы всегда теряете свой ритм. И поймите то, что, как бы говоря, не потому, что стал хуже ты, да, сам по себе, а потому что ты просто перестал быть собой. Поэтому у тебя и все получается с такой трудностью. Поэтому, ребята, будьте всегда собой, ставьте себя на первое место, слушайте себя, свое внутреннего себя особенно, очень особенно, да, и старайтесь, как бы говоря, обращать внимание на всякие сигналы, которые вы ощущаете сами по себе и за графиком, когда сидите. В любом случае, такое вы испытываете. Разного рода спектр ощущения, возможно, даже волосы дыбом встанут, да, это все является подсказками вам. Эмоции, да, это как специи в нашей жизни. Без них жизнь не красочна, но чем больше вы попадаете под контроль эмоциям, тем хуже будет для вас самого, потому что они не решат ваши проблемы, и принятые решения на эмоциях всегда являются чаще некачественными. Поэтому же, я думаю, лучше на этом закончить, потому что я могу продолжать без остановки еще час, два, три без проблем. Надеюсь, вам было полезно. Надеюсь, вы оставите положительный отзыв в комментариях. У меня есть также Инстаграм, соцсети, телеграммы. Пожалуйста, буду рад, если вы подпишетесь. Буду стараться от всех сил для всех вас. До скорой встречи.